Мирный является одним из самых интернациональных городов Якутии. Здесь трудятся люди из всех уголков бывшего Советского Союза. Мирнинский район всегда был и остается многонациональным, и это замечательно. Ведь так люди более открыто общаются, создают здесь семьи, одна культура дополняет другую. Герой нашего сегодняшнего репортажа Нарзан Тыныстанова переехала в Мирный. С тех самых пор Якутия для ее семьи стала вторым домом. Здесь у нас живет тут наш родной брат, зовут его Усуп, он живет со своей семьей. Они нас пригласили сюда, чтобы пожить, посмотреть, попробовать. Потом мы приехали в мирный Якутия. Нам понравилось тут, потому что как будто мы искали то, что как будто мы обратно в СССР попали. Обратно. Что мы в Советском Союзе как будто. И здесь тихо, спокойно. Все люди друг другу помогают, друг другу понимают. Вот так. Потом атмосфера, короче, здесь очень хорошо была. Потом мы временно только приехали, потом остались жить дальше. Через 2-3 месяца я получила гражданство, тогда мы получали быстро. Потом через 3 месяца, короче, я получила гражданство, я сразу тут же, в 2006 году я устроилась в МСРБ, отделение наркологии. Ну, там я отработала 16 лет. Я там нашла верных друзей, товарищей. Они первое время меня очень так поддерживали, очень хорошо поддерживали, что я очень благодарна им, которые мне оказали, которые помощь, которые мою большую поддержку. Вот так. Я, как будто они мне стали вторая семья. Ну, так сейчас общаюсь с ними хорошо. Ну, вот второй год я работаю в профмеде. Вот видите, здесь мы проводим МРТ, магнитную резонансную томографию. Мы делаем здесь больного, проводим томографию и вводим контраст внутривенно ввожу. Я уже работаю 35 лет в медицине. Мне нравится своей профессии. Я люблю помогать людям, что когда трудный момент помогать, лечить, ну так. Ну, Нарзан у нас очень ответственный сотрудник. Она у нас делает контрасты, внутривенно ставит. Ее очень ценим как сотрудника. Пациент тоже очень ее любит. Просит ее, чтобы только она ставила контрасты. Она очень хорошо находит вены и очень хорошо ставит. Я сама Сисикуля, муж Саша. Мы каждый год ездим отдыхать в Исикуль, Вож. Нам, конечно, нравится свою родину, да. Там очень природа у нас вообще такая шикарная. Ну вот работа, вот когда Союз распал, вот тогда у нас все надо было уйти. Мы приехали вот тогда вот. Ну, этот союз, когда распал, везде же это так. У нас была вот такая проблема. Мы вот поэтому приехали. Ну, и здесь понравилось, мы остались жить дальше. Своим мужем я училась в училище. Он там тоже техникум, торговый техникум, он тоже училась. Мы там познакомились в Бишкеке. Тогда была Фрунзе. Город Фрунзе, это когда Союз в 1988 году познакомились. Ну, потом мы через 5 лет поженились. Только он южный, а я северный. Вот поэтому долго мы дружились, отличие. Но так была сложилась дело. Вот потом мы закончили, потом поженились только через 5 лет. У нас свадьба, у нас очень 1000 километров от Бишкека до Ош. Мы 7 дней, короче, с ночами ходили. Я думала, так
только так очень далеко, как я вообще думала. Ну так, 7 дней, короче, дорога у нас прошла, все свадьбы там. Потом там свадьба, тогда была мусульманская только свадьба была. Там у нас по-другому традиция. Кошек делает вот такой. И там сидишь, каждый, ну, где-то 200-300 женщины заходит, тебе платок одевает, платок одевает, платок одевает. Потом мула приходит, этот никель читает, потом говорит, ты согласна? И его спрашивает, меня спрашивает, потом скажем, а потом мула никель сделает. Все, с этим мы жили потом. Потом они приехали к нам домой, мамин, наш родительский дом. Они угостили там, ну так. Потом так и живем мы уже больше 30 лет. Вот, дети большие. Так сложилось сперва хорошо, когда при Союзе жили все нормально, тихо, без ничего. А он свою работу работает, я свою работу работаю. Все хватило, все нормально. Потом, когда Союз распал, все было худше. Ну вот тогда же мы искать начали же, где наша родина такая, империя наша такая. Ну вот, потом я нашла здесь покой в своей душе. Старшая дочка училась в первой школе, город Мирный. Она училась очень отлично, все пятеркой была. Потом она после этой школы поступила в Китай, университет. Она там училась 8 лет. Бакалавр закончила, потом магистратуру закончила. Кандидат наук по экономике. Сейчас в данный момент она работает в китайской компании. Сейчас живет она в Эмиратах со своим мужем. Вот. А вторая дочка училась в Киргизстане в турецко-английской школе Сибат. Она тоже закончила, вот у нее столько медалей, хорошо закончила, поступила в тоже Китай, там-то закончила она бакалавр, сейчас как переводчица и лингвистка. В 2005 году я с родителями приехала в Мирный. Я тогда была совсем маленькая, мне было 6 лет. Я тогда только-только поступила, меня отдали в первую школу, поступила в первый класс. Я не знала ни одного русского слова. Я научилась русскому языку только в школе, в первом классе. Там у меня была Елена Юрьевна, моя первая классная руководительница. После я отучилась в первой школе 7 лет, после чего меня родители отдали в частную школу в Киргизии, в Кыргызстане. В Кыргызстане я училась в частной школе Сибат, это турецко-английская школа. Там я научилась турецкому, английскому языку, то есть все предметы у меня проходили на английском языке. Вот. И преподаватели большинство были из Турции и из Америки. Вот. После окончания 11 класса я поступила в Китай по стопам моей сестры. Она там уже была 5-й год вроде. И с помощью ее знаний и ее поддержки я поступила в Северо-Западный университет Китая в город Сиань. Это бывшая столица, самая, можно сказать, большая, да, самая большая и древний город считается в Китае. Там находится терракотовая армия, то есть очень много туристов именно приезжают в этот город. Вот, я там отучилась на филолога-лингвиста. На данный момент я работаю в китайской компании переводчиком. Также параллельно обучаюсь в Якутском медицинском колледже. Это у нас в Мирном есть филиал. Вот. Я совместила эти две профессии, потому что я думаю, одно другому не мешает. И все-таки моя мама, она медик, и у нас в роду есть такое, то, что медицина, она передается у нас с поколения на поколение. То есть моя бабушка была лекарем, моя мама лечит всех, и я думаю, мне тоже стоило обучиться, и я вот решила в 2020 году поступить в колледж, и вот в этом году я уже заканчиваю учебу на медсестру. Знаете, я думаю, якутский и кыргызский язык — это туркоязычные языки, я думаю, они очень похожи. Конечно,
когда я только сюда приехала, я думала, это наш родной язык, я думала, это наши родные. Но со временем я поняла то, что он немного отличается. Это, наверное, из-за того, что якутский язык немного быстрее звучит, чем наш. У нас намного более растянут язык, а вот в якутском языке там каждое слово очень короткое и очень быстро разговаривают между собой. И если прислушаться, то, мне кажется, кыргызы могут понять якутов, и якуты тоже могут понять кыргызов. То есть у нас очень даже похожие языки. Традиции из нашего, из Кыргызстана, традиций у нас очень много. Если сказать, из недавних, это самая большая традиция, которую соблюдают все кыргызы, это был кызузату. Это, наверное, моя мама уже рассказывала. Это когда родители отдают невесту замуж, они должны перед свадьбой сделать отдельное торжество. То есть это называется у нас кузату. Жених приезжает, просит руки у дочери, ну то есть у отца, просит руки дочери, после чего дает калын, то есть это определенная сумма денег, после чего им делают благословение, то есть разрешение, и после этого делают большой праздник. Приходит более 300 человек, что было у нас. Вот. И для моего зятя, то есть мужа моей сестры, это было немного, наверное, необычно, потому что он сам араб, он приехал издалека, он приехал сам из Германии, он тогда был первый раз в России, он тогда первый раз, можно сказать, увидел снег, Якутию, тогда еще было холодно, это был ноябрь, начало ноября. И ему тогда все очень понравилось, ему вот наша культура, то, что мы даже здесь, находясь далеко от Кыргызстана, соблюдаем нашу культуру, традиции. Мы надели на него наш национальный головной убор, это колпак, он у нас считается очень священным, его носит только мужчина. Вот, и он забрал этот колпак, он у него стоит дома, он родителям тоже забрал несколько таких наших традиционных вещей. Им это очень понравилось, и я думаю, каждый кыргыз в Мирном, он все-таки соблюдает традиции. И мне кажется, это из-за того, что мы очень скучаем по нашей родине и немножечко, наверное, делимся своей культурой с местными жителями, так же, как и они делятся нам со своей культурой. Я, как говорила, уже с 1 класса обучалась здесь, в первой школе. У меня было очень много одноклассников, якутов. И когда я пришла, нам первый дневник дали именно на якутском языке. Нам сказали, мы будем изучать якутский язык. Я тогда подумала, вау, мы будем изучать новый язык. И еще с того времени я думала, изучать языки для меня было как-то интересно. И у нас была классная руководительница, это Елена Юрьевна, она была якуткой. Она очень хорошо знала русский язык, но тем не менее она также хорошо знала и свой язык. И иногда она рассказывала нам о Якутии, о лесах, можно сказать, о тундре, у нас также есть северное сияние, я об этом не знала. Я узнала это от своей учительницы, от моих одноклассников. Мы также несколько раз даже выходили с нашими друзьями, искали северное сияние. Но в те годы это была очень редкость, нежели чем сейчас. Ну, для меня это было очень необычно, вот, узнать Якутию. Знаете, я была, наверное, сказать, в очень больших городах, таких как Сиань, там 16 миллионов людей проживают. В Корее была, в Сеуле, была также в Турции. Но ни один город не сравнится с Мирным, потому что здесь, когда сразу прилетаешь сюда, тут такой необычный воздух, можно сказать, он свежий. И вот этот холод, он притягивает. Также здесь очень спокойные люди. Тут очень спокойно живется, тут ты не переживаешь о том, что вот ты выйдешь на улицу, на тебя кто-то может как-то плохо посмотреть, что-то сказать. Ты выходишь на улицу, там как будто свои же родные люди. И вот каждый раз, приезжая из-за границы, я, наверное, отдыхаю, можно сказать, немного прихожу в себя, набираюсь энергии. Все-таки Якутия, именно город Мирный, стал для меня как малой родиной.
потому что все свое детство я провела здесь. То есть до 6 лет я особо ничего не помню, я жила в Кыргызстане. После того, как я сюда приехала, можно сказать, началась моя жизнь. Вот все детские воспоминания мои именно от Мирного. Я помню, как строились вот эти большие здания, дома. Я помню, как еще многие школы не были тогда хорошо построены. Вот. И сейчас, видя, как развивается Мирный, это немного приятно. И вот это как свое родное все-таки развивается. И, не знаю, вот такие чувства. Верующие киргизы ждут месяц обязательного мусульманского поста Рамазан с нетерпением. Турдумаматовы не исключение. У нас национальные праздники, вот скоро сейчас пост держим, вот священный Рамазан месяц сейчас, потом Орузу Байрам, потом Курбан Байрам. У нас вообще-то мусульмане два только праздника. А вот этот Норуз Байрам еще есть, но этот Норуз Байрам, это у нас от язычества остались. Мы же все люди язычники были, ну вот сейчас наши братья якуты тоже язычники были, мы тоже язычники были, и русские тоже были же язычники. Вот этот осталось от язычества Норус. А сейчас у нас два байрам есть, вот Орузу Байрам и Курбан Байрам. Сейчас у нас каждый день 30 дней мы пост держим. Для нас это праздник. Каждый день 30 дней это праздник. 30 дней мы так ждем вечером, что все ставим, и ждем, и гостей приходит, которые приглашаем, и вместе кушаем. Священный месяц Рамазан вообще очень, как говорится, и это уже давным-давно священный Рамазан у нас отмечается. И во время Рамазан это месяц доброты, надежды, радости. В этом месяце не бывает обижающих друг друга. Каждый человек старается делать только добро, помогать кому-то, помогать людям, принести людям радости, счастье. Вот такой месяц, в основном месяц называется благословение, месяц благословения. Поэтому люди друг другу только говорят о хорошем и благословляют друг друга. Поэтому вот такой священный Рамазан начинается. И в этом Рамазане, уже во второй половине Рамазана, начинаются традиционные исполнения песен. Джарамазан называется. Это как бы песня, где у тех народов, у кого очень более так развит устный фольклор, вот там все информация, вся вот эта вот передается песней. Вот это все переходится песней. Вот поэтому, когда Джарамазан собирались, у друг друга вот так вот чай пили, и вот это все потом на песню превратились. Они как бы тут же празднование начался, все-таки идет Рамазан, друг другу хорошие слова говорят, поют песни. И вот это потом перешло к песне, и называется это Джарамазан. Но в Джарамазане
когда поются песни очень с большим, со смыслом. Это песня приветствия, как бы друг другу благословение. Вот такой вот Джарамазан. Джарамазан в основном, как я говорила, больше половины, когда уже Рамазан проходит, вот тогда начинается Джарамазан. Джарамазан начинается обязательно порядка, это поется ночью, потому что вы сами поняли уже, когда час приходит вот так вот открывать рот там, и после этого, после священной молитвы и начинается исполнение песни Джарамазан. Вот. Я говорю Джарамазан, песни с большим смыслом. Говорю, что это благословение в основном. И как бы еще с другой стороны это наслаждение. После такого дня как бы люди поют песни, друг другу идут, благословляют друг друга. И вот такой вот история Джарамазана. У нас нравится, который каждый год ездим. Ну, у нас вот мы туркоязычные народы, у нас все обычаи, традиции похожи. Еды, одежды, узоры, украшения, еще которые инструменты музыкальные. Оскомус, у нас тоже оскомус, у них тоже оскомус. Вот еще кумыс, который мы пьем всю жизнь, пили, и якуты тоже пьют, и айран. Вот похоже, да? Вот наши предки, говорят, там, ну, жили в Енисее, в Алтае и Сибирь. Вот Сибирь, как по нашему переводе Сибирь, Шибирь была, да? Шибирь. Это Шибирь была. Весь Сибирь, Шибирь. Здесь Шибирь, это зеленый пастбище было. Ну, в основном животноводство держали киргизы. И они охотники были, и воины были. Но по-турецки язык, перевод этот кыргыз, это воин. Воин, это великие воины, да, вот поэтому я думаю, вот у нас одни корни с якутами, потому что сильно похожи, и язык тоже похожий все равно. Ну, вот наши, вот это турки говорят, мы туркоязычные, да, а турки говорят, это ата-баба, это предки. Наверное, у нас тоже вот якутами у нас есть корни одни, поэтому все традиции, обычаи похожи. Язык. Потому что у нас там большая поэма есть, эпос Манас. Там строки 500 553 строки есть. Там уже указано все, вот это записано, да, все. Это никакой автора нету, это автор сами народ. Это в устах идет вот этот эпос Манас. Поэтому, Алонхо, да? Ага, как Алонхо. Потом, а этот Манас такой строки в мире нету, такой большой, длина большая, очень длинная Манас эпос. А это только в устах передается. Поэтому там все написано, что кто, что было в Киргизии. Вот поэтому это совсем похоже, да, якутами. Вот в Киргизии корни одни, наверное, поэтому все традиции, обычаи похожи. Когда ысык идешь, вот вспоминаю вот Норуз. Как у нас Норуз, а у якутом Исаак. Вот поэтому я думаю, все одни. Вот так проживает семья Турдумаматовых в равноправии и взаимоуважении по принципам дружбы, любви, взаимопонимания, а главное в единстве с другими народами в прекрасном и полюбившемся им городе Мирный.